Более 1000 ингушских паломников смогли посетить в этом году Мекку и Медину. Глава региона и руководитель Иман Тура подвели итоги хаджи 2017. К примеру, вот этот так называемый столб может в любую минуту обрушиться на крышу жилого дома. Ждем, пока люди пострадают. Ветхие электрические столбы держат напряжение жители одной из улиц Алхасты. Там побывал наш корреспондент. Проект проходит в формате журналистских путешествий на автомобилях по труднодоступным и интересным регионам нашей страны. Туристические маршруты, труднодоступные места и исторические памятники. Участники экспедиции «Открывая Россию» прибыли в Ингушетию. Я не являюсь ярым болельщиком футбола, но нашу футбольную команду я стараюсь активно поддерживать. Большие надежды на любимую команду. Успешный старт Ингушта в этом сезоне. Болельщики ингушских футболистов в ожидании новой игры. Заявить о себе в самом центре России, в Государственном Кремлевском дворце, который считается самой престижной площадкой всей страны, это, конечно, очень серьезно. Две республики, одна дата. Юбилей Ингушетии и Карачаево-Черкесии отметят в Кремлевском дворце. Расскажем о том, как артисты готовятся к концерту. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24», в студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. В этом году, благодаря организованным прямым рейсам из Ингушетии, 942 человека смогли совершить хадж. Отправки паломников осуществлялись двумя авиакомпаниями. Остальные отправлялись к святым местам из соседних регионов. В итоге общая квота на республику составила 1500 человек. Об этом в ходе встречи с главой Ингушетии доложил руководитель Иман Тур. Ахмед Теркакиев также добавил, что для паломников были организованы максимально комфортные условия проживания, гостиницы располагались на удобном расстоянии. Все смогли благополучно совершить хадж и вернуться домой здоровыми и невредимыми. Юнусбек Евкуров поблагодарил всех ответственных лиц за проделанную работу. По мнению руководителя субъекта, необходимо провести детальный анализ хадж-кампании этого года и подвести итоги. Глава отметил, что отличившихся руководителей групп нужно поощрить. Кроме того, необходимо учесть все недочеты и сделать соответствующие выводы, чтобы в следующем году не повторять ошибок. 942 человека на 4 бортах. Эконом и стандарт. Еще компания Вим Авиа и ЮТР. Да, их бы ставили код использовать дядой. Уже Машкала, родный миноводчик Москва Бахтапах. Еще дополнительные 100 человек квоты ХКВ. Итоги 1500 квот ханеви. Пойми счете. С квот освоить дят, то она Бахтап. Так. Масфальца вину. Халбянах. Лахтилоч. Эти хажаб. То есть эти болжбанах. Разные типа. Вердуш. Вестедыш. Ашат евро. 29 человек. Шиврак. Здоровый, алхамдулилlah, опять задахч, пятницу, ашак, итог, подвести до этого. А тоже дичханер плюс, теха, богобой, подведет молодец, а я да, щеда, да, ток. В целом, инах Мадината, юхабалбар, футболче. Жидди да вылет халужат после 20 мак, чартер. Но واحد برك فضل يعني مدينة تاعو حلجر نه مدينة يغبال بها مدينة تبال بها نه بوقت به потом حتى يارخ نه دع بختر بيت أبازالي أتاك قد عخو بس происшествие Шевцовину единственный случай قالت نلقي ولد قد عخو نه حجول ده تبدأ старший шагол да хавганер техганер и хожла ханер кого пошли мала вечана хаджи миссия Шарна Москвичана, посольство Саудовской Аравии, посольство России,
консульство Маслина. То есть смешно, чтобы мы их отметили, кому благодарственное письмо написать, кому грамоту, кому благодарность, кому почетную грамоту, да, особенно. Что ошибки какие были, их надо выписать, их хотишь дать, галка шахам дать, тем более из Масовсек, из Хажал ди Бохтишевича. Задержку, госку, цветку, погодили, кадрили, сбой, хали, хамашку. Поэтому, в любом случае, галатхан хамаш хагуди дезер, бахануш хагуди. И по каждой причине бахануш пути решения. Мучага вас бахануш, муштхан тогда, мукшара галатишка из гапудош. Вы Саудовская Аравия дали, почадали, ара управлять не еще да, самолет в школах, что процесс, но может если нара, может ходишь погада, параграф, может ходишь погада, надо же ходить швей погада, это саждес. И старшая группа ворвин, еще группа там, как бы бежишь бад, хожу был нах, тем более, но опять же что интереснее, доктор нравится халбизм, что топит халбизм, качин халбизм. الحلقة أنا الدكاء خيط الشيء حلقة أنا الدكاء هي ربيع خيط الب بس تسفى عليه شغ مرة حمد أسنا برد محمد قديش كيش تخشيل شغ بس خلصان شيء روبش تكاد طبعا مش تبقى إني بقدالي الصوب شو بس سلولي بس مو ده حاجة جالس شو تيجي يتطلعت كاش تخلنا رأي تكيشنا قدر خجل ده هذا فإتسجولي أدخلك شو قد أوجع بين مشتخل إنتي تنخل بين بدخل تن شيء مال بين بدخل تن لامد بين تن بوم تنخل بين بدخل поэтому конечно с одной стороны можно было бы разложить а с другой стороны все-таки по группам хоть никогда тоже обратим на это внимание яхтага чего аннах бетабрян дахам дас нурш хадда ди агнез дар камни أخذ صيالي возможности очень صيالي حاجة مشكلة لدي схема должна быть выстроена. Цехар человек масса схема доведет, без цели там каждый день на телефон ходит, отвож. И такой план с матью агиан хандис, ну что ходишь, хамар видишь, коми уложился. Ну уже у кого больше эти быстрее, хотя бы я, ну уже хабар хамидет, матич. В Кантышево заменили более 700 километров старых электросетей на новые изолированные провода. В селе проходит масштабная реконструкция распределительных сетей. Она продолжится до конца будущего года. После ремонтных работ проблемы с электроснабжением в населенном пункте полностью будут решены. Слово нашему корреспонденту. До недавнего времени жители Кантышева могли позволить себе включить свет только по особой необходимости. Хош Ахмед Касеев с семьей переехал сюда 10 лет назад. Хорошо помнит, что с электроснабжением были глобальные проблемы. Кроме коптилки и фонаря ничего и не было. Но теперь, наконец-то, в их доме зажжется яркий свет. Свет 120-150 марки. Напряжение 20% на 90 от Айршина свет и واخر ليلر نق المس دولج ده همدا مولا حتوالش دوالات هيجش ب يرتروهش دقابه رياز ب. Масштабная реконструкция и прокладка новой линии электропередач в селе началась еще в 2009 году. Полностью заменили больше 700 километров старой ветви электропровода на новые изолированные. Установили более 2400 опор и 16 трансформаторов. Правда, пока дома жителей к новой линии не подключены. Но для них главное, что в доме наконец будет светло, а техника не будет выходить из строя, как прежде. Запуск новой линии позволит сократить износ и повысить пропускную способность сетей, снять существующие ограничения по подсоединению новых потребителей, а также обеспечить резерв мощности. Теперь количество аварийных отключений на участке должно сократиться в разы, если вообще не уйти в прошлое. Здесь по данной реконструкции были заменены в основном вся линия высокая 10 киловольт,
большая часть трансформаторов установлены новые, как вы видите, кескового типа КТПН с новыми трансформаторами. Также построены выходы от 0,4 с трансформатора. Но осталась работа по переключению существующих абонентов со старых линий на новые. Впрочем, проблему несвоевременной оплаты счетов за свет это никак не решает. От ремонтной программы филиала зависит непосредственно оплата электроэнергии, потребленной потребителем. Потому что за качество электрической энергии, значит, за ремонтную программу, она все складывается из тарифа. Если нет тарифа и люди не оплачивают по установленному тарифу электрической энергии, мы недополучаем деньги на ремонтную программу. Реконструкция сети электропередач – результат совместного труда руководства республики и МРСК. Действительно, довести его до ума, он нормально, потери снизится, далее азул кудут сохметик хуйдех он кахият нет трансформатор ижду, хама нового столдия вертыш со своей стороны, он волоклия вертыш был руководителем всех рангов. За качественное электроснабжение местные жители обещают платить своевременно, и уже через пару лет о постоянных перебоях в дождливую и ветреную погоду сельчане даже не вспомнят. Для подключения новой линии необходимо как минимум 200 километров кабеля и, соответственно, время и деньги. А потом работы в Канташево ингушский филиал МРСК «Северный Кавказ» завершит лишь до конца 2018 года. Мака Келиматова, Адам Далаков, Новости 24. А вот проблемы жителей Алхасты, по всей видимости, решать не скоро. Опоры электропередач, которыми безобразно утыкана улица Колхозная, скоро начнут сами по себе падать. Для этого даже не нужен сильный ветер. Электрические столбы находятся настолько в ветхом состоянии, что начали представлять угрозу жителям близлежащих домов. Репортаж Юсупа Глисханова. Башир Дзангиев на улице Колхозная живет больше 60 лет. За это время здесь многое изменилось, рассказывает он, кроме этих старых столбов. Сейчас это самая насущная проблема жителей. Деревянные столбы установлены больше полувека назад, уже давно пришли в негодность, но на них все еще закреплены электропровода. Опоры, по которым они тянутся, просто сыпятся от легкого касания, говорят жители. Нетрудно представить, что будет при сильном ветре или дожде. Берхандасен биржды узсен гулыш. Так бирж воздичек камыди бири. Ибаги соту туз метигат. Траверс жат яж кесвяв. Сей акча ите траверс. Изи ите хайка ите. Изде. Хат баха хал ас траверс ите. Ерсу хабаки ез хайзи аз яче. Вышкет вышк ремонт алат. Нах тана бахтап, кача бахтап. На этой улице живет больше 30 семей. Многочисленные обращения в местную администрацию и МРСК никаких результатов не дают, сетует Башир. Впрочем, проблем с перебоями электричества и слабым напряжением у жителей улицы нет. Но радости от этого все равно мало. А ведь платежи за электричество они оплачивают вовремя, говорят жители. У соседей Башира такая же проблема, чтобы эти столбы совсем не рухнули. Они частенько ставят к ним опоры. Такая плачевная картина наблюдается по всей улице Колхозная. К примеру, вот этот так называемый столб может в любую минуту обрушиться на крышу жилого дома. Правда, кроме самих жителей, этот факт вряд ли кого волнует. Увидев съемочную группу, люди спешат поделиться о своем наболевшем. Но проблема у всех одна. Кроме опасности для жизни, которую несут старые столбы, так еще на них невозможно установить фонари. В темное время суток улица практически погружается во тьму. Почему линию электропередач не перекладывают на уже установленные новые столбы, а жизни местных жителей подвергаются опасности? За ответами на эти вопросы мы обратились в местную администрацию, глава которой рассказал, что по этому поводу в разные инстанции было направлено несколько десятков писем. Непосредственно по балансе хамьяхтик.
Ресез. МРСК, он переименовать Мадиадиса. Да. Ишбыцин ответственный барш. Света Ахшайдер Ишбы. Трансформатор обслуживает Ишбы. Если жители заверили, что за электричество и газ они платят в срок, то у главы администрации на этот счет совсем другое видение, документальное. Колхозная стоит 9527 рублей. Так колхозная 4 Белхорою, 3800, нет, 38 латцин за должность. Так или иначе, главный вопрос остается открытым и требует немедленного решения, пока никто не пострадал. Юсуп Гелесханов, Рамазан Зурабов, Новости 24. Незаконная парковка автомобилей доставляет неудобства пешеходам и другим водителям. Кроме того, подобное хамство не раз становилось причиной аварий. Правил парковки, в частности в нашем регионе, мало кто придерживается. Водители оставляют свои транспортные средства не на специально отведенных для этого местах, а там, где им удобно. Такие нарушения выявляли сотрудники госавтоинспекции. Они провели рейд из Назрани Мадина Пугоева. Искать нарушителя особо не пришлось. Внимание съемочной группы привлек район Республиканской клинической больницы, как правило, один из самых оживленных участков города. Именно здесь правила дорожного движения игнорируют чаще всего. Налицо самые распространенные нарушения. Стоянка автомобилей в запрещенном месте, на бордюрах, посреди дороги, на пешеходных тротуарах. За несколько минут удалось поймать аж 15 нарушителей, которые бросили своих железных коней где попало. حطموي بتي حطموي وديت رشلو نقري لاستر وعندنا قناه بسيو دايولا ورد ايالر واش دادو تشي ماشي خاصه لا تاع سين خاد يقرد وديت وياي وسك ديش برواجو ذاك حميوز وسك نغم بير نيا بيورش ذاك قالك شيء خاد يقرد بنا اوتي именно تقارد يعني ثاني Появление вблизи оживленной трассы сотрудника ГИБДД на водителей влияет по-разному. Если одни спешат припарковать машину на специальной стоянке, то другие, напротив, без оглядки на стражи закона, продолжают нарушать правила дорожного движения. А ведь заброшенный на проезжей части автомобиля его владелец обязан заплатить штраф в размере 1000 рублей. Впрочем, водителей такси эта мера наказания совсем не пугает. Более того, замечания со стороны инспектора ГИБДД их даже застают врасплох. Легковой автомобиль припаркован прямо под дорожным знаком, запрещающим стоянку на автобусной остановке. Это, в свою очередь, создает помехи для водителей автобусов и маршрутного такси, которые вынуждены останавливаться практически на проезжей части. Такую же картину можно увидеть и в районе центрального рынка в Назране. Проезжая часть здесь шире, а нарушителей еще больше. Припаркованные на автобусной остановке и вблизи нее машины также застают врасплох водителя маршрутного такси. Пассажиров высаживают практически посреди дороги, и каждый раз вместо высадки водителям со стажем приходится выбирать произвольно. يبلان إجازات الحمد لله دي زوم دعوة الحمد لله والقاس الكيت بيها ويبرج دي أكون رخوك بس يجد عم وقت تسار بس يجي نبربوسكاي تعملي بعرفهم شاك يخصوت Итак, одно нарушение, словно по цепочке, причина другого. Штраф в таком случае придется заплатить и тем, кто оказался вынужден нарушить ПДД. Стражи закона решают провести с нарушителями профилактическую беседу. В отличие от водителя такси, владелец этого авто на просьбу переставить машину реагирует с пониманием. Поскольку припаркованные здесь машины загораживают зебру, негодуют и пешеходы. Переходить дорогу в неположенном месте на этом участке совсем небезопасно. Впрочем, пока большинство водителей отделались лишь предупреждением и профилактической беседой, но очень скоро сотрудники ГИБДД планируют провести несколько масштабных рейдов, вследствие которых штрафы будут выписываться всем, кто решил нарушить правила дорожного движения. Мадина Пугоева, Султан Булгучев, Новости 24.
Туристические маршруты, труднодоступные места и исторические памятники. Участники экспедиции Land Rover «Открывая Россию» прибыли в Ингушетию. Первым в списке достопримечательностей значился мемориальный комплекс, который считается музеем под открытым небом. Кроме того, независимые журналисты и просто туристы намерены объехать все достопримечательности горной части региона. С участниками экспедиции встретилась моя коллега Мариам Мистоева. Компании Jaguar Land Rover и Авторазум при поддержке Русского географического общества проводят грандиозный национальный проект «Открывая Россию». Проект проходит в формате журналистских путешествий на автомобилях по труднодоступным и интересным регионам нашей страны. В этот список вошла и наша республика. Сегодня участники экспедиции прибыли в Ингушетию для того, чтобы сделать большие обзорные материалы о нашем крае и рассказать о нас другим жителям нашей страны. Это и есть главная цель проекта – показать и рассказать общественности о самых красивых, малоизведанных уголках страны, культурном и природном богатстве России. Все это позволит развить внутренний туризм и покажет жителям разных регионов, что не обязательно искать яркие впечатления за границей. Наша страна – кладезь интересных туристических маршрутов. О потенциале Ингушетии не устают рассказывать сотрудники регионального комитета по туризму, привлекая в нашу республику новых гостей. У нас есть такие места, где можно сделать не просто там этнический туризм или какой-то путешественников, а можно сделать и тест-драйв на разных машинах, и пеший туризм, и транспортный туризм. И поэтому такие группы людей, которые тестируют спортивные машины, внедорожники. В прошлом году у нас были Audi внедорожники, а в этом году уже приезжают на Range Rover'ах. Участники проекта «Открывая Россию» колесят по стране с 2013 года. За это время независимые журналисты, представители как печатных, так и мультимедийных СМИ, побывали в разных регионах страны, от Камчатки до Калининграда. Знакомились с кухней, культурой и историей субъектов. В Ингушетию автожурналисты прибыли впервые и неспроста. На самом деле очень большая история и очень-очень все и глубоко, если это только поверхностно, это природа, красота невероятная, да, это горы, а что может быть лучше гор? Ничего. Соответственно, здесь невероятная красота и, разумеется, очень большая глубокая история. И журналистам очень интересно глубже узнать, познакомиться, изучить все это. Михаил Козлов в составе экспедиции «Открывая Россию» побывал в 22 регионах страны. Спецкор журнала «Автомобили» за время путешествий с Land Rover повидал немало и признается, что ожидания от путешествия всегда оправдывались. И потому уверен, что Ингушетия не разочарует его, а напротив пополнит копилку впечатлений. Самые большие надежды на то, что и в республике Ингушетия мы откроем для себя незнакомую в чем-то, а в чем-то знакомую Россию, что будут замечательные встречи с людьми, что мы много узнаем, много увезем, многим сможем поделиться с нашими читателями, слушателями, зрителями. Впереди у гостей большая программа. Участники экспедиции намерены посетить самые крупные исторические памятники региона, а это многовековые башенные комплексы, храмы и могильники. Но сперва для журналистов провели небольшой экскурс в историю региона. Всадники дикой дивизии, застывшие у стены с пистолетом в руке, последний защитник Брестской крепости Уматгирей Барханоев и аллея памяти ингушских героев не оставили гостей равнодушными. Думаю, что этот комплекс надо воспринимать в целом. То есть видно, что, как и положено на Кавказе, отношение к прошлому народа, оно очень серьезное, глубокое, и это вызывает большое уважение. Гостей впечатлили не только исторические факты из прошлого региона и его сынов, но и кухня. Перечень национальных блюд довольно скромен, но зато богат на вкусовые качества. В плане материальных богатств, это потом расскажем, что отсюда повезем. Например, я точно хочу увезти тыквенное варенье, которое нас сейчас кормили, то есть лепешки наподобие хачинов. Просто в Кабардино-Балкарии часто бывал. Вот тесто точно такой же, форма такая же, но внутри тыквенное вот что-то типа джема. Я вот прям у хозяек спросил, точно узнаю рецепт. Это надо возить с собой, чтобы родные и близкие попробовали, это здорово. Также участники экспедиции уверены, что их автомобили позволят добраться им в самые труднодоступные уголки Ингушетии, чтобы получить от экспедиции максимум ощущений и эмоций. Я вот сейчас на самом деле хочу все посмотреть. Экспедиция, опять же, у нас очень такая сжатая. Если все понравится, если потом будет возможность, почему не приехать с семьей? Потому что, я так понимаю, можно и посмотреть много красивого в плане истории, можно просто увидеть то, чего нет в других регионах. Те же
башни, чтобы посмотреть, надо ехать либо далеко куда-то в Грузию, там они свои совершенно, но здесь, в Балкарии, практически ничего не осталось, те, что были 3 штуки, мы их видели, поэтому за этими впечатлениями нужно ехать. По возвращении из горной части республики журналисты намерены рассказать о красоте и богатстве нашего края в большом видеоматериале и публикациях как в сети интернет, так и печатных изданиях. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Ингушетии повсеместно проходит диспансеризация населения. На этот раз пройти бесплатное обследование смогли жители Далакова. Прием в местной амбулатории вели медики из Назрановской городской больницы. Репортаж Лейлы Гайсановой. Одышку при незначительной физической нагрузке. Дальше боли в сердце есть? А перебои в области сердца у вас не бывает, только боли. Мадина Манкиева частенько чувствует небольшие боли в области сердца и решила провериться у кардиолога, пока это не переросло в проблему. А тут еще и повезло. Услугами специалистов узкого профиля можно воспользоваться, не выезжая из села. Врач после осмотра по мере необходимости выписывает направление и дает дополнительные советы пациентам. Мадине рекомендуют соблюдать диету. Первое, я пишу диету. Жирное, жареное, соленое, острое, исключаем. С такими же проблемами в амбулатории пришло около 20 человек. В основном жалуются на повышенное артериальное давление и боли в сердце. Рассчитываем относительно абсолютные сердечно-сосудистые риски. И уже дальше решаем, это госпитализация или просто дообследование, или амбулаторное лечение. Кроме кардиолога, желающих проверить свое здоровье осматривают эндокринолог, невролог, врач ультразвуковой диагностики, терапевт. Всего около 10 специалистов по разным направлениям. Очереди в коридорах не маленькие, и нужно осмотреть всех, кто пришел. Врачи, которые сегодня здесь находятся, поднаблюдали, посмотрели, прошел все анализ, сдал все крови, все нормально. Кардиограмму сдал, все отлично, сказали. Такие мероприятия очень даже нужны людям. Тем более сельским людям. У них нет возможности вот ходить каждый раз по больницам, проверяться и пройти вот эту всю процедуру. А тут на месте приехали, проверили, все обнаружили, что какие-то болезни. Если есть болезни, они уже отмечают, объясняют больным. Медики полагают, что пришло время установить приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, поэтому начали всеобщую диспансеризацию взрослого населения для выявления фактов риска и ранних проявлений хронических неинфекционных заболеваний, которые нередко становятся причиной инвалидности и летального исхода. Диспансеризация проводится с 21-летнего возраста раз в 3 года, а с 2013 года эту процедуру сделали еще проще. Теперь специалисты выезжают во все населенные пункты региона, чтобы бесплатной услугой могли воспользоваться все. Вообще диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап – это скрининг, выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний. И второй этап – это дальнейшее дообследование, то есть проведение необходимых лечебно-профилактических мероприятий для уточнения диагноза и осмотра врачами-специалистами. Врачи местной амбулатории прибегают к такой практике не в первый раз. Большое внимание они стараются уделить людям, которые по тем или иным причинам не могут приехать сами и пройти диспансеризацию. В этих случаях подключаются выездные бригады. Вот именно в Назранском районе еженедельно, раз в неделю по субботам, мы организовали, выезжают мобильные бригады в составе узких специалистов для проведения диспансеризации нетранспортабельных и маломобильных больных. Сегодня прием у врачей прямо на дому проходит и Диби Балхаева. Бабушка еще в 1985 году после аварии пережила инсульт и с тех пор периодически наблюдается у медиков. Ее часто навещает участковый врач-терапевт, но сегодня к Диби она приехала не одна. Сегодня она проконсультирована неврологом, кардиологом, проведено обследование. После проведения обследования больная будет находиться под дальнейшим наблюдением участкового терапевта, назначение больной сделано. У бабушки взяли кровь на анализ, сделали кардиограмму, проверили артериальное давление. На состояние здоровья она сегодня не жалуется, но с неподдельной искренностью отмечает работу участкового врача. Пациентам идут навстречу, и такие выездные обследования тому подтверждение. Услугами специалистов уже успели воспользоваться сотни человек только в Далакове, но пройти диспансеризацию должны абсолютно все жители республики. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев, Новости 24.
Кто в долгу перед госавтоинспекцией, выясняли сотрудники регионального управления судебных приставов. Речь идет о неоплаченных штрафах. Акцию под названием «Должник» провели в аэропорту Магаз. Она носила информационный характер и помогла многим узнать, какие за ними есть долги и как их оплатить. Сотрудники раздавали памятки с подробной информацией о том, как можно узнать о своих штрафах, непогашенных платежах через информационные ресурсы на официальном сайте управления судебных приставов. Если мы выявляем должника, мы его уведомляем о наличии возбужденного в отношении него исполнительного производства, также предлагаем ему оплатить на месте, в платежном терминале. Это делается для того, чтобы в отношении должника в дальнейшем не применялись меры принудительного воздействия. То есть в последующем, если он не оплатит, будет обращено взыскание либо на его доходы, либо заработную плату, либо на денежные средства, находящиеся на расчетном счету в банке. Болельщики «Ангушта» возлагают на футбольную команду большие надежды в этом сезоне. Наши футболисты дали успешный старт, вырвав победу у лидера турнирной таблицы ПФЛ зоны Юг команды «Краснодар-2». Домашний матч ингушских футболистов завершился со счетом 1-0. Автор победного гола Заурбек Конов. Материал Тамерлана Хамхоева. Сезон 2017-2018 «Ангушт» начал весьма резво. На старте подопечные Исым Архиева одержали несколько красивых побед. Творческий запал через несколько туров поостыл, но это не мешает «Ангушту» показывать очень качественную и компактную игру. Самый запомнившийся матч – разгромная победа в выездной игре над Черноморцем. По итогам 8 туров ПФЛ зоны Юг «Ангушт» занимает 5-е место. Один из лучших бомбардиров дивизиона также в нашей команде. Заурбек Конов забил уже 5 мячей. Сумел он отличиться также и в последней игре против Краснодара-2. Кстати говоря об этой игре, на предигровой тренировке главный тренер команды сделал акцент на то, что состав соперника очень молодой, поэтому «Ангушт» в начале встречи осторожничал. Однако это не помешало нанести в дебюте игры нападающему Краснодара опаснейший удар из-за штрафной. Ловкость голкипера Хасбулата Хамхоева спасла команду. После этого игра чуть поуспокоилась до первого мяча, забитого Заурбеком Коновым. До конца встречи счет сохранился, а после матча тренер «Ангушта» так подвел итоги игры. Тяжелая игра была, но победили, я считаю, мы заслуженно. Практически мы не дали создать ни одного голевого момента у наших ворот. Наши контрвыпады, наши атакующие действия, я считаю, что были более опасны. Поэтому заслуженная победа, с чем я нашу команду поздравляю. Также и главный тренер Краснодара не остался в стороне. Поражение лидера турнирной таблицы поменяет расклад дел в чемпионате. Сегодня сыграли свою самую худшую игру, которые были в ближайшее время. И что самое печальное, это то, что говорилось ребятам перед игрой и на протяжении всей недели. Нужно включить характер, единоборство, выигрывать. Если мы в этом не будем добавлять, то, как говорится, одного таланта мало. Победе своей команды рады и болельщики «Ангушта». Перед экранами телевизоров за ходом матча наблюдало немало поклонников футбола, а передать эту картинку – задача оператора. Справляться с ней вдвойне сложнее, особенно если ты переживаешь за свою команду. По долгу своей работы приходится уезжать на матчи нашего футбольного клуба «Ангушт», снимать, освещать. Я не являюсь ярым болельщиком футбола, но нашу футбольную команду я стараюсь активно поддерживать. С начала сезона «Ангушт» демонстрирует все более красивую игру. Команда уже понимает, что хочет от нее увидеть главный тренер. Поэтому результаты не заставят себя долго ждать. 5-е место в турнирной таблице для «Ангушта» далеко не потолок. Но касаемо сезона 17-18, «Ангушт» очень даже хорошо стартовал. 8 туров уже позади, а «Ангушт» занимает 5-ю строчку. Но можно сказать то, что видна рука тренера. Исым Архиев очень хорошо с ними работает. И мы видим то, что уже есть какой-то баланс. Меняется игра у команды и появляется атакующий футбол. Мы будем наблюдать за дальнейшими матчами и болеть за свою команду. Следующий матч «Ангушт» проведет уже в гостях против Майкопской «Дружбы». Дружба дружбой, а победа по расписанию. И «Ангушт» постарается в очередной раз порадовать своих болельщиков красивой игрой. Нужно только поддержать команду. Тамерлан Хамхоев, Хаваш Гойгов, Новости 24.
22 сентября в Кремлевском дворце состоится большой праздничный концерт, приуроченный к 25-летию образования Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Деятели культуры нашей республики проводят последние репетиции. Перед отъездом в Москву в концертную программу включены солисты филармонии, хореографические коллективы. О том, как артисты готовятся к важному выступлению, в сюжете Дали Пливой. Одна из последних репетиций проходит в Дворце культуры в Назрани. Участники – ведущие солисты республики из самых разных коллективов – Ингушетия, Магас, Лик, Таргим, Аса. А вот от разнообразия номеров, которые будут представлены на праздничном концерте в Москве, остается только восторгаться. Вступительный танец «Пролог», как его называют сами организаторы, состоит из небольшой зарисовки. Девушки собирают воду у ручья. Во всем сквозит умиротворение и гармония, как в движении танцоров, так и в самом подборе музыки. Воинственные нарты не позволят зрителю расслабиться. Голливудский экшен отдыхает. Параллельно проходят репетиции праздничного танца, в котором участвуют все солисты. И одна из новинок ансамбля Ингушетии – гвилецкий танец. Далее Ильянова, солистка ансамбля Ингушетия, в коллективе уже 6 лет, но каждая программа выступлений и подготовка к ней для нее важное событие. Не исключение и предстоящие мероприятия в Кремле по случаю 25-летия республики. В Кремлевском дворце мы уже не первый раз выступаем. Есть тут, правда, новенькие девочки, которые будут первый раз выходить на такую большую сцену. Волнение, конечно, всегда бывает, но ничего, мы с этим боремся. Абдул-Маджид Халухаев, ансамбле 4 года. К каждому своему выступлению парень готовится с полной самоотдачей. В предстоящих праздничных мероприятиях он будет выступать практически в каждом номере, а в танце нарту он исполнит сложные акробатические трюки. Сцена самая большая, можно сказать, в России. Очень много зрителей там бывает. Конечно, волнительно, ответственно. Если там что-то не так сделаешь, подводишь всю республику. Руководитель ансамбля Ингушетия за своих солистов беспокоится не меньше самих ребят, поскольку он считает, что подобного рода мероприятия, как концерт 25-летию республики в Кремлевском дворце, событие важное, а значит, надо готовиться и показать все идеально. Естественно, мы готовим программу, интересную программу. У нас будет новый танец, гвилетинский танец он называется. У нас новый будет пролог, хороший номер с дуэлями. Я думаю, что ансамбль Ингушетии будет достойно выглядеть на сцене на фоне карачаевского ансамбля «Эльбрус». Любимец многих республиканских, российских и международных мероприятий, детский ансамбль «Таргим» также участвует в предстоящем концерте. Ребятам в этом коллективе от 10 и 15 лет, но за плечами много лет упорной работы в танцевальном ансамбле. В этом танце они задействовали, что именно дети исполняют сольные партии. Так как вот это вот и есть интересно, идет танец, танцуют взрослые и выходят на сольные партии дети. Ну, как-то так получается более зрелищным и интересным. Одной из последних репетиций участвовала министр культуры Ингушетии. Она отметила все погрешности, которые необходимо устранить в ближайшие сутки, отметив при этом важность предстоящих мероприятий. По словам Марет Багаудиновны, на праздничном концерте по случаю 25-летия республики в Кремль приедут гости не только со всех уголков России, но и из-за рубежа. Заявить о себе в самом центре России, в Государственном Кремлевском дворце, который считается самой престижной площадкой всей страны, это, конечно, очень серьезно. Тем более, что дата, которую мы отмечаем, 25-летие нашей республики, обязывает нас к тому, чтобы это было массово, грандиозно, показательно и многогранно и очень интересно. Репетиция прошла на должном уровне, все солисты отрепетировали каждый номер. При этом тут учитывалась как красота исполнения, так и качество отработки каждого движения, его синхронность. Дали Плива, Рамзан Зураба, Магомед Дидигов, Новости 24. Общение со слушателями в прямом эфире, новости, юмор, духовное и патриотическое воспитание. Из всего этого состоит радио Ингушетия. Волна 88,8 FM может понравиться любому искушенному слушателю. Наши коллеги ежедневно готовят материалы, насыщают свой контент разными программами. Светлана Томова продолжит. Вы мне очень нравитесь, ваш эфир и все композиции, которые вы ставите.
Вот с таких благодарных слушателей практически каждый день начинается интерактив на волне 88,8 FM. Радиоэфир национального формируется именно с учетом мнения слушателей. Радищики поднимают настроение слушателей, предлагая интересную тему для обсуждения, а вслед за темой море звонков и мнения жителей республики. Интерактив у нас с Мариной начинается с утра. Вы знаете, что просыпаться, приходить в норму бывает сложновато утром. Но когда мы приходим сюда, в этот кабинет, и наши слушатели начинают нам звонить, они заражают нас каким-то оптимизмом, тон эфира задает слушатель. Если вначале позвонил и с какой-то хорошей новостью, там и дальше идет хороший такой эфир, знаете, вот праздничный, сказала бы. А если у кого-то какие-то проблемы, и там дальше уже начинается вот именно тон задает слушатель. Практически каждый день интерактив вместе с ведущими проводят эксперты в той или иной области. Сегодня в гостях на радио координатор проекта ОНФ Ингушетии «Карта убитых дорог» Хаваш Тибоев. Постоянно слушатель национального радио сегодня надеется посредством волны 88,8 FM донести до жителей важную информацию относительно проекта. Мы надеемся, что вот с помощью радио, телевидения, в частности сейчас радио, что наша работа пойдет лучше. Через радио мы надеемся привлечь больше активистов, больше активных жителей. И с этой целью, с целью, чтобы в дальнейшем улучшить состояние и качество наших дорог. Мы надеемся, что радио примет не самую последнюю, а даже первую роль в этом деле. Помимо развлекательных передач, есть еще и авторские проекты с абсолютно разной тематикой. Особо тщательно готовится к своим эфирам Ахмед Тангиев. Автор проекта – программа духовно-нравственного направления «Тафсир». Ассаламу алейкум ва баракату, уважаемые радиослушатели, с вами Ахмед Тангиев. Мы продолжаем с вами изучение «Тафсира», суры Сад. Пока Ахмед записывает звук, звукорежиссер готовится к монтажу. Муса Ужахов – боец невидимого фронта. Он отмечает, что работа интересная, главное в его профессии всегда быть начеку и вовремя стараться исправить ошибку ведущего, если такая будет. Мы регулируем громкость, регулируем звук, подсказываем через микрофон, если что не так, если вдруг со звуком проблемы или, не дай бог, еще что-нибудь. И после записи программы мы осуществляем уже монтаж и выпускаем ее уже как готовый продукт. Радищики говорят, что от звонков порой не бывает отбоя, только успевая отвечать. А многие слушатели заочно стали друзьями. Это значит, что коллектив на правильном пути. Порой бывает даже, что радиослушатели возлагают на волну 88,8 FM последнюю надежду дозвониться до родных и близких. Был недавно такой случай, когда нам позвонила женщина, она стояла в пробке, тоже не могла дозвониться до своей матери, а у нее мама пожилая. Она попросила нас, чтобы мы связались с ее мамой, потому что ее мама тоже слушает наше радио, кстати, хочу сразу напомнить, волна 88,8, и чтобы мы предупредили, что у них все хорошо, что они едут. И вот так вот мы с Любой смогли тоже сказать нашей радиослушателю, чтобы она не переживала, что в скором времени ее семья приедет, чтобы она их ждала. На волне 88,8 FM каждый слушатель находит для себя то, что ему интересно. На национальном старается учесть вкусы всех своих слушателей. Благодаря инициативе и труду каждого сотрудника радио быстро завоевало своего преданного слушателя. Словом, включайтесь в волну 88,8 FM. Это не только интересно, но и полезно. Светлана Томова, Хаваш Гойков. Новости 24. Это были все новости на сегодня. Увидимся завтра в 21 час. Всего доброго.